Сколько бы ни минуло лет со дня Великой Победы, память о тех днях сохранится. Невозможно без содрогания вспомнить о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей российской истории. За годы Второй мировой войны произошло множество событий, которые оказали огромное влияние не только на ход самой войны, но и на дальнейшую историю стран-участниц. Одним из таких событий являлась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаяния и мужества жителей северной столицы. Гитлеровцы рассчитывали, что захватом города они нанесут тяжелый удар Советскому Союзу, так как Ленинград был колыбелью боевых и трудовых традиций. Оборона Ленинграда – одна из самых славных и ярких страниц истории Великой Отечественной войны. Один из самых выдающихся примеров стойкости и массового героизма советского народа в борьбе за независимость своей родины. Одной из главных причин того, что Ленинград выстоял и победил, было то, что в борьбе с врагом он не был одиноким, что усилия всех его жителей и всех воинов Ленинградского фронта в обороне города опирались на поддержку всей страны. Наравне с другими народами на разных фронтах Великой Отечественной войны в те грозные дни для всей страны воевали и представители ингушского народа. Маленькая республика Ингушетия внесла свою лепту в защиту города Ленинграда. Одним из самых ярких защитников Ленинграда среди ингушей был Ахриев Рашидбек Чахович, первый летчик-ингуш, окончивший Гатчинскую школу летчиков еще до революции 1917 года. Он был в составе летного отряда особого назначения под командованием генерал-майора Чанкатадзе. Отряд выполнял полеты по маршруту Ленинград-Москва, доставлял в блокадный Ленинград боеприпасы и продовольствие. В конце 1942 года звено из 3 самолетов, где Ахриев был ведущим, попало под огонь вражеских зенитных орудий. 2 самолета были сбиты и упали на временно оккупированную территорию. После освобождения Ленинградской области самолеты были найдены. Останки погибших летчиков, среди которых был Ахриев Рашидбек Чахович, с почестями захоронены. Еще один славный ингуш, защищавший Ленинград, Гудантов Руслан Борисович. Герой родился в 1916 году в городе Орджоникидзе. Руслан рано остался без матери, отец воспитывал его с заботой и любовью. Руслан Борисович с детства отличался зорким умом и храбростью. В 1935 году он поступил в финансово-экономический техникум и, досрочно его окончив, стал курсантом Орловского бронетанкового училища. Во время войны Руслан Гудантов был заместителем командира 549-го отдельного танкового батальона 30-й гвардейской танковой бригады. Дослужился Руслан Борисович до звания капитана. 24 июля 1943 года, выполняя очередное боевое задание командования, Руслан Гудантович геройски погиб под Ленинградом. Похоронен в братской могиле на месте гибели в деревне Арбузово Ленинградской области. Руслану Борисовичу Гудантову за мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. На сегодняшний день волонтерами и сотрудниками Ингушского государственного музея краеведения имени Мальсагова выявлено более 150 имен ингушей-защитников Ленинграда. Все они проявили смелость, мужество и навсегда останутся примером для подражания.